Всевозможные броски, захваты, болевые, удушающие приемы, азарт и волю к победе участников турнира юноши от 12 до 14 лет подогревают зрителей активной поддержкой. Заян Бачаев приехал со своей командой из республики Калмыкия. Этим видом спорта парень занимается уже 6 лет. На его счету немало побед во всевозможных турнирах по всей стране. Начал заниматься с 1 класса. Нравится мне самбо тем, что это красивый вид спорта. Сильный, нужно много сил, чтобы победить здесь. У меня много друзей здесь, и сам я здесь уже тоже хорошо борюсь. Победить Заян намерен и на этот раз. Говорит, самбо – наука обороны, а не нападения. Поэтому он и выбрал именно этот вид спорта. Поединки борцов длятся до 5 минут. В самбо собраны лучшие практики национальных единоборств. Конкуренция здесь серьезная, собрались лучшие. Магомед Плиев недавно вернулся из Дагестана, выиграв в межрегиональном турнире весовой категории до 42 килограммов. Юноша признается, победа легко не дается, но сдаваться он не намерен. История самбо тесно связана с историей страны и побед. Это советский, а с 1966 года международный вид спортивного единоборства, разработанный на основе борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. Символ преемственности поколений, отметили почетные гости. Заслуженный тренер по самбо Республики Калмыкия Санал Лиджиев на таких состязаниях лучше всего оценивает навыки своих подопечных. В его команде 16 человек, но признается, конкуренция серьезная. У вас очень сильные самбисты. Мы ездим, боремся, учимся тоже. Наши что-то показывают. Вот так. Очень гостеприимно, хорошо турнир проходит. Со своим коллегой согласен и заслуженный тренер России Тагиб Дженбеков. Он наставник команды из Дагестана. Чем чаще, чем больше ребята, дети борются, тем у них соревновательный опыт бывает лучше и уверенность появляется. Я думаю, для каждого возраста месяц, 2 месяца, 1 раз проводить соревнования было бы очень хорошо. Дисциплина для спортсмена важнее всего. Трудолюбием закаляется его характер. Самбо вдобавок дает возможность освоить элементы из других единоборств. А проводя турниры такого размаха, организаторы позволяют ребятам пополнить технический запас, приобрести опыт и повысить мастерство. Это для детей нужно, которые поедут на Северокавказский федеральный округ и которые будут бороться в межрегиональных турнирах. Сегодня благодаря Министерству спорта, председателю парламента Тунгоеву Магомеду у нас и партии «Единая Россия» получается провести такой турнир. Открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей приурочен к столетию ингушской государственности. Он проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «За самбо». Победителей и призеров ждут кубки, грамоты и медали. Амина Зязикова, Мовлад Гири Ахильгов, Магаз 24.